4 командировки, а это в общей сложности 9 месяцев провел герой нашего сегодняшнего интервью в зоне специальной военной операции. Давайте с ним сегодня пообщаемся и зададим интересующие вопросы. Итак, я представляю Руслана Гараева. Это главный врач Уфимской городской клинической больницы номер 8. Руслан Ралифович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не так давно вернулись, в начале мая. Вот сколько нужно времени, понадобилось времени, чтобы, может быть, немного реабилитироваться, прийти в себя после именно той реальности и уже здесь? Ну, такой прям адаптации, акклиматизации не было, в принципе, потому что как бы понимал то, что вот приеду, встречусь с близкими, родственниками, продолжу свою работу нынешнюю, гражданскую. Вот. Ну, в целом, где-то вот этот переходный период, наверное, где-то был дней 10. Это была ваша 4-я командировка в зону специальной военной операции, и она была самая длительная. Если до этого по 1 месяцу, если я не ошибаюсь, то вот эта вот 4-я длилась 6 месяцев. Почему решили поехать в зону специальной военной операции? Почему подписали контракт? Самое первое, главное, хотел помочь людям. У нас, вот моя профессия, врач-хирург, основная моя специальность, она подразумевает всегда помогать людям именно не только в плановом порядке, а и экстренных ситуациях. Учитывая то, что в зоне проведения специальной военной операции очень нужны хирурги, это я могу сказать, увидев своими глазами с первых 3 командировок, было принято решение, где супруга меня поддержала, министр поддержал мои намерения, и был подписан вот добровольческий контракт. Он полугодовой, вот, ну, слава богу, вот вернулся с вами. Ну, у вас есть близкие, вы сказали, вас супруга поддержала, но ведь есть еще дети, а у вас их 3, и есть еще мама. Да, как бы самое, наверное, сложное было сказать маме, потому что она как-то по-другому переживает за своего ребенка. Вот. Даже она узнала то, что я вот подписал по контракту только из социальных сетей, когда там, выложили фотографии, что я именно нахожусь в госпитале во время операции, фотографии. Вот увидела, переживала, конечно, переживает. Ну, вот. А вот супруга тоже не хотела, конечно, отпускать вначале, поддержала, потому что все равно такие вещи добровольные нам нужно всегда согласовывать в семье. Вот. В общем, как-то так. Но я чувствовал поддержку именно семьи, близких, именно коллег, которые тоже, в принципе, оставались. Учреждение большое, но самое главное то, что командная работа, она вот решает именно все задачи, которые вот ставятся перед ними. Руслан Ралифович, наверное, пожалуй, точно, но это мои догадки исключительно. Вот одно дело, когда ты работаешь в больнице здесь, когда у тебя все под рукой, все препараты. Если нет, то привезут там в считанное время, да. А там, в зоне специальной военной операции, там, наверное, работа совсем другая. В принципе, тоже есть определенная маршрутизация, порядок эвакуации. Работают грамотные специалисты со всей России. В принципе, было комфортно работать именно с профессионалами, с военными врачами, которые буквально вчера были гражданскими, кто-то врачом, кто-то военным врачом, с волонтеры тоже были. В принципе, было чувство братства, поддержки и искренности. Такого нет здесь? Оно есть. Здесь в мирное время именно живешь, гонишься за жизнью, на эти моменты не обращаешь внимания. Там немножко в другой обстановке больше начинаешь ценить время, жизнь. Мы так с вами незаметно перешли там и здесь. Мы понимаем, да, что вот есть эта граница, которая есть между тем образом жизни и здесь. А что начали больше всего ценить? Вы, конечно, сказали жизнь и время. Наверное, отношения
людей между собой, потому что, ну, всегда нужно стараться сохранять какие-то, ну, уважительные, взаимоуважительные отношения, помогать по возможности. Жизнь же, она интересная и в то же время короткая штука. Поэтому надо ценить все. Вот там вы оперировали бойцов, которые выполняют задачи на спецоперации. Удавалось как-то, вот, это мои предположения, понятно, что там, наверное, много операций происходит и так далее, но удавалось как-то поддержать их еще, потом узнавать об их состоянии, как-то вот, чтобы именно, вот, может быть, поддержать? Ну, бойцов, да, были ребята, с кем мы, как бы, ну, очень тяжелых, когда начинаешь каждый день, ну, буквально, как бы вместе с ним живешь, чтобы, как бы, выхаживаешь, чтобы он стабилизировался, встал на ноги. Это, ну, были сложные сочетанные ранения. Конечно, он, как бы, тебе близкий, его взгляд, ну, сложно забыть. Вот. Ну, не со всеми общаемся, там есть пару ребят, с кем до сих пор на связи. Больше всего сдружились с коллегами с других регионов. Вот. От Казани тоже товарищ, до сих пор общаемся. Вот. Потом с Москвы, онколог, тоже контактируем. Ну, именно формируется такое вот это братство. Есть братство бойцов и есть братство среди медиков. Да, коллег, да. Руслан Ралифович, а как можно оперировать, наверное, когда... Вот вы сказали, что, в принципе, условия есть маршрутизация, но все равно вы же понимаете, что вы находитесь в зоне, где работать опасно. И, может быть, там и снаряд может разорваться, и чего только не может произойти. Как вы собирались, что ли, мыслями для того, чтобы вот продолжить свое дело и не останавливаться? Ну, как правило, про это вообще не думаешь, что разорвется снаряд и так далее. Потому что, если про это будешь думать постоянно, не сможешь сконцентрироваться на более серьезном, именно на своей работе. Поэтому даже не замечаешь, как время летит. То ли день, то ли ночь. Ну, вот как-то все быстро оно пролетает, именно когда вот работаешь, когда поток. Вот. Ну, так. Мы, журналисты, всегда спрашиваем, а есть ли что-то, какой-то случай, может быть, который особенно запомнился? Я понимаю, что там был, вот, наверное, безостановочный процесс, да, практически безостановочный, но тем не менее были какие-то, о чем бы вы вспоминаете прежде всего из своих командировок? Ну, в принципе, каждый случай, вот если даже вспоминать, в принципе, каждый случай, он такой запоминающийся, хотя их там, ну, много, в принципе. Вот сложно забыть взгляд именно человека, который, ну, нуждается в медицинской помощи, от раненого. Вот. Он искренний, ну, и стараешься помочь максимально все, что возможно. Ну, один из самых запоминающихся, наверное, когда работал в госпитале, ну, был пациент, раненый с сочетанным ранением. Вот, ну, он как, ну, так близко такой пациент стал, потому что мы его, ну, ставили на ноги. Буквально, ну, так, с тяжелого состояния. Вот. Ну, каждый вот нюанс, как даже помню каждый сантиметр оперированного участка его, там, ну, сочетанное ранение, там, живот и грудь, и обе ноги, нижние конечности, руки, вот, ну, стабилизировали, вот, ну, он, наверное, будет проходить дальше курс реабилитации, вот, ну, на связи. В 2022-м вас наградил глава Республики Башкортостан орденом имени Галиши Муратова. Вот насколько важна эта награда? Ну, вот первая командировка была она в марте 22 года. Мы вот самые первые волонтеры тогда еще пересекли границу. Первые волонтеры именно с России были. Это было 2 марта 22 года. Вот 6 человек. Наша бригада была. Вот месяц отработали.
Вот. Естественно, когда по приезду, я сразу сказал, что поеду, буду помогать. Даже, может, на долгосрочную такие мысли даже появлялись. Может, связать именно жизнь с военной медициной, учитывая то, что ну, это нужно. Ну, где-то семья останавливала, и тут работа тоже своя. Вот. Потом ну, была вторая командировка сразу, практически через 3 месяца, в город Красный Лиман Краматорского района Донецкой Народной Республики. Месяц мы тоже оказывали помощь местным жителям, военным. Вот. Ну, условия, конечно, были посложнее. Вот. Случаев было больше. Вот. Ну, после этого, после приезда, вот нашу работу оценил глава республики. Спасибо большое, министр здравоохранения наш. И этот орден, это командная работа, вот именно нашей бригады. Не просто работа, работа же она состоит из очень мелких множеств нюансов. Это и моральный дух, и желание вот это помогать, это бессонные ночи, это пот. И плюс еще здесь переживания родственников. Я помню даже, когда после второй командировки у жены больше стало седых волос. Это и седые волосы, это слезы, переживания родителей. Вот это в итоге все это вылилось в этот орден, я так считаю. Вы, получается, были в числе первых волонтеров, но была же возможность отказаться? Ну, каждый человек выбирает свою дорогу, свой путь. Вот. Когда надо объединяться, помогать, это наша с вами, наша основная цель, особенно медиков. Сейчас есть мысли еще раз поехать в зону СВО? Ну, конечно, до сих пор специальная военная операция, она идет. Вот. Ну, конечно, ребят, хирургов, врачей не хватает. Вот. Кто изъявляет желание, они всегда, кто меня знает, они на связь выходили, узнавали, как это все, как подписывается. Есть разные контракты, добровольческие формирования, боевой армейский резерв страны, через Министерство обороны напрямую. То есть все вроде объясняли, но много коллег наших служат. Вот. В нашем даже добровольческом батальоне к башкирским врачам очень уважительно относились ввиду профессиональных качеств. Вот. У меня коллега Сергей Александрович Мусин, сердечно-сосудистый хирург. На 2 госпиталя он бегал, между 2 всегда. Вот. Ну, таких примеров множество. Дальше, конечно, наверное, спросите, хочу я поехать еще раз. 4 раза ездил. 5-й раз необходимость быть, конечно, поеду. Очень коротко. Спецоперация – это проверка? Если посмотреть как проверка, да, конечно, большая проверка. На что? На то, как ты любишь людей, уважаешь, как ты, кто ты на самом деле. То есть ты должен максимально сохранить все свои качества в экстренной ситуации. Тоже не зря же сказано, если в экстренной ситуации мы не поднимаемся до тех вершин, о которых мы про себя думаем, а опускаемся ровно на тот уровень, на который мы вообще изначально были подготовлены, то есть на уровень своей подготовки. Поэтому ты видишь свои настоящие силы и возможности. Это если сравнивать как проверка. Руслан Ралифович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо вам огромное за ту работу, что вы делали и делаете. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.